Итак, что касается ножей. Есть такой замечательный нож, называется он татарский пчак. Это тот самый нож, который по изысканиям Искандера Леруновича Измайлова, нашего замечательного друга, с его помощью мы этот нож реконструировали, скажем так, восстановили по чертежам, по его подсказкам. Нож использовался для смертоубийства, имеет заточку в 25 градусов, обоюдоострое окончание имеет. Нужно оно для хирургических вмешательств, также для выковыривания стрелы из задницы врага, потому что кованые литые наконечники оставляют очень кощунственно, мне кажется, поэтому нужно было беречь. Также использовался нож для разделки мяса. В оригинале гарда была чуть больше, для более удобного проникновения. Геометрия такая довольно-таки агрессивная. В оригинале рукоятка имела кожу ската. Очень шершавая, очень удобная. В данном случае это такой подарочный коллекционный экземпляр. Здесь мы имеем герб Республики Татарстан, да, в виде барса. Серебро, мельхиор. Сталь выполнена по принципу ковки Дамаска. То есть слоеная сталь, далее травленая, имеет такие вот замечательные узоры. Поближе, если будет, наверное, я думаю, видно вот так. Идет к нему ножны. Ножны с чепраком, со вставкой. Носится или носился на ремне в подвесном виде. Еще раз повторюсь, шел как доп. Оружия. После 1552 года, благодаря Ивану Грозному, татарам было запрещено прикасаться к оружию, изготавливать его тем более. Поэтому появился на свет вот такой замечательный ножик. Называется он куябрик. Куябрик от слова куй, баран, сарок. Изготавливали их из готовых уже инструментов. То есть это кочерга. Обычная рукоятка кочерги, вот она узнается, то есть обламывался инструмент, из него тянули некое лезвие. Для разделки, для забоя скота, в первую очередь для баранов. Отсюда название куй, куябрик. В России тоже такие ножи есть, они называются белевец. У нас называется куябрик, а вообще корень у него скандинавский, цельнокованный нож кузнеца. Что касается ножей нашего региона, то есть также представлен нож булгарский. В таких ножнах он засапожный, то есть носился либо за сапогом, либо на поясе. Это обычный нормальный инструмент, тот же мультитул нынешний, да, то есть какой-то. Это и вилка, это и ложка, это и ножик, это и за грибами, это и рыба, ну и весь ассортимент, который может там каждый день человек встретить, то есть все это можно делать этим ножом. Естественно, сейчас он используется не как вилка с ложкой, да, а как ножик, очень удобен, простой, имеет такую довольно-таки простую форму. Сделан из металла Х12МФ, нержавейка. Заточку держит хорошо, ржавение не наблюдается. Ну, естественно, в посудомойке не мыть, об стену не бросать. Нож хазарский. Имеет интересную форму. На конце видим шарик. Это у нас используется вместо гарды. Тут мы ее сделали более гладкую. Она имеет как упор. Также можно использовать, уперев шарик в ладонь. Ну, не знаю, там шарик лопнуть, грубо говоря. Также можно использовать как вилку, ложку. Также является засапожным. Имеет очень удобные ножны. Незатейливый. Из толстого чеврака ножны. Не ржавеет. Тоже Х12МФ. Клинок кованый, не вырезанный из листового металла, именно кованый. Потом полируется, шлифуется, наносится наш логотип Казань Булат. Нож пластунский. Нож пластуна-разведчика. В данном случае образца 1905 года. Изготавливал его завод Златоуст, всем известный. Экземпляр старый. Имеет ножны, подвес. В качестве подарка очень шикарный, мне кажется, нож. Членам профсоюза скидки. Про цены сейчас ничего не скажу, придете, побеседуем лично. Финки, всеразличные финки. Нож НКВД его называют. Очень похожая есть модель нож танкиста. Ныне тоже очень популярные модельки. Сталь тоже кованая идет Х12МФ. Не является холодным оружием, несмотря на многие параметры. Рукоятка кожи и так далее. Ну, проще говоря, когда к нам придете, я вам все расскажу. Это либо музей Дух воина, либо наш музей самогона, который находится на Баумана 56. Так будет гораздо проще и более интереснее. Вам краткий экскурс от алмаза кузнеца.